Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Продолжаются работы по нормализации обстановки после дождевого паводка в Верхояне. И сегодня мы пригласили начальника службы спасения Республики Саха Иннокентия Андросова прокомментировать текущий момент. Иннокентий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Вот как бы вы охарактеризовали паводок в Верхоянском районе? Вот чем он отличается, допустим, от прошлых лет? Ну, во-первых, последние года частота таких дождевых паводков участилась. 2022 год в Верхояне также достаточно еще большой такой паводок был дождевой. И в прошлом году Аймеконе, в этом году опять река Яна. Ну, наверное, это влияние может быть глобальное потепление. Вот. И все-таки последние года все-таки июль стал он дождливым. Вот. В этом году паводок на 30, на 60 сантиметров чуть ниже, чем в 2022 году прошел. И сегодня уже вода ушла на убыль. Все населенные пункты Верхоянского, и можно считать и Венопотантаевского района, они освободились. Впервые за последние, наверное, 20 лет, даже может быть больше, мы встретили дождевой паводок в Ебено-Потантаевском районе. Вот. Такова история по гидрологии. А так, 12 дождевой паводок начался 12 июля. И с первых же дней мы среагировали, служба спасения республики, потому что у нас в городе, в самом поселке Ватагай, дислоцируется Верхоянский поисково-спасательный отряд. Они начали с Ордаха, когда впервые там вода начала подниматься, и потом мы их перевезли в село Сайды. После этого уже из Якутска вылетели на борту Хабаровского авиационно-спасательного центра 15 спасателей, и итого 19 человек. Вчера мы их передислоцировали в город Якутск. До этого дня они полностью поработали с населением вместе с жителями Верхоянского района. То есть сколько всего было спасателей, каков масштаб, если так? Мы, принимали решение в каждом населенном пункте держать по 5 спасателей моторными лодками резиновые. И, конечно же, это было достаточно. В целом спасатели помогали по поступающим заявлениям жителей. Но работа первая, это, конечно же, во время поднятия уровня воды, эвакуации населения. Помощь, эвакуации таких пожилых, детей. Трудно таких транспортабельных людей. Даже в одном месте, и потом, когда уже начало подниматься, спасатели помогали поднимать мебель людям по заявкам также, потому что, надо признаться, что в целом-то живут в летнее время, в основном это пожилые. Видимо, молодежь едет в центральные районы, поэтому нашим спасателям приходилось постоянно помочь населению. Даже в одном из сел, из-за того, что были затоплены подполья для хранения таких, мяса и так далее, они все свозили в другое место, где, лары и так далее, подвалы нормальные. И оттуда по заявкам людей каждый день возили питание и так далее. Поэтому позавчера, как раз перед вылетом, администрация УЛУСа всех собрала, всех спасателей, и представители администрации, руководства поблагодарили наших спасателей. В том числе 5 спасателей поработали аварийно-механической группы главного МЧС. В самом Верхояне, Барунуке, Дулгалахе, поработали в Суардахе и в Сайды, 5 населенных пунктах.
Вот. И вот паводок развивался вот так стремительно, да? Допустим, было такое зафиксировано плюс 54 сантиметра в сутки, это вот на посту Сайды. Вот как-то прогнозируемо было это все заранее гидрологически или как-то все вот прям неожиданно? Ну, надо твердо сказать о том, что и Якутское управление гидрометслужбы, и Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций службы спасения, они прогнозировали. Потому что сейчас же видно, где какие дождевые облака ходят по небу, и, во-вторых, смотрят перенос этих облаков. Насколько, может быть, неизвестно, да, насколько недолго и каким это объемом выпадут эти осадки. Но когда уже первые получили данные о том, что уже выпало там по 20, по 30 миллиметров от месячной нормы, уже мы догадывались о том, что, скорее всего, будет повториться 2022 год. Ну, единственная надежда была, мы в этом году внимательно изучили и просмотрели паводок 2022 года, когда в верховьях реки Яна, это верховьях Дулгалаха и его перетока, да, в Севян-Кюле, там тогда боковой приток и объем воды был в 2022 намного выше. И на этот раз чуть меньше было, поэтому мы подумали, что да, примерно вот где-то в пределах полметра будет мало. Но в целом-то, по территории, которая, значит, затоплена этим паводком этого вот года, да, все равно вот такая же территория, она полностью охвачена, потому что это низина, это первая, вторая надпомерные террасы, которые затапливают участок. Но характер в этом году затопления населенных пунктов, он был интересен. Об этом мы тоже заранее знали и постоянно были на связи администрации Берхаянского ЛУСа. Ну и потом они даже говорили, да, вы нам подсказали, вот примерно вот так и получилось. Поэтому в целом и управление гидрометслужбы, и Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия, и наше Министерство по делам гражданской обороны, и служба спасения работали мы все вместе. Вот. А вот интересно, да, вот какая задача была приоритетной вот в первые часы уже прибытия группировки, вот прям самая основная задача? Ну вот, как я сказал, да, первое это мы должны эвакуировать. Эвакуация. Сразу же подняли вертолет полярных авиалиний, они были на месте, готовность была, и первым числом мы эвакуировали пожилых и детей от Сурдаха, ну, по мере наступления перехода волны паводка от Дулгалаха, потом уже от Бурунука и Берхаянск и так далее. Вот поэтому это все неспешно, вот, не как раньше, потихоньку, спокойно вот так мы занимались эвакуационными делами. Вот. А вот как была организована логистика в условиях затопления, вот, по поводу даже гуманитарного груза, топлива, оборудования? Ну, во-первых, в целом-то из опыта весеннего паводка, из опыта вот прошлогоднего Аймекония паводка и 2022 по Верхоянию, все органы исполнительной власти республики и под руководством нашего Министерства по делам гражданской обороны начали действовать спокойно. Во-первых, значит, первым делом дополнили спасателей, увозили спасателей. Потом уже было принято решение о том, что перевести детей на летний отдых, где были большие затопления. И сегодня в городе Якутска мы привезли 3 этапами 64 детей. Они сейчас находятся в лагерях и отдыхают. Вот. Ну и снимают усталость, свой стресс от затопления. Это не очень-то такое простое дело. Ну, во-вторых, уже надо сказать, что землячество Верхоянского ЛУСа, ну и вся республика, она активно сегодня помогает. Мы сегодня увозили туда 16 тонн
гумпомощи, гуманитарной помощи. И был сделан выпуск от Матрезербы Республики, это мотопомпы, это генераторы, но это то, что необходимо затопленной территории. Это увозили, и оттуда, значит, по наслегам Суардах, Долголахе, ну и в Сайды перевезли мы более 13 тонн гуманитарной помощи и всего того, что нужно, сделано вот от выпуска. Ну и планируем на следующей неделе, скорее всего, будет это во вторник, опять-таки будем увозить туда гуманитарную помощь порядка 5 тонн. Поэтому постоянно помощь накапливается, но по мере накопления и по мере, значит, во-первых, подписания договора и так далее, и решения вопросов самолета мы должны будем увезти. Мы, значит, Министерство молодежи очень быстро скомпоновало студенческие строительные отряды. Сегодня мы увозили туда 60 бойцов стройотрядов, их распределили по наслегам, и они сегодня уже начали помогать людям вести ремонтные работы. И сегодня, значит, представители Министерства строительства завершили 4 специалистов завершили подсчет ущерба по наслегам. Они сегодня, по информации, уже находятся в Батагае, уже будут компоновать, сколько какие стройматериалы нужны будут для проведения ремонтных работ. Ну и вернуться сюда и будем уже организовать перевозку строительных материалов. Ну и в конце нашего выпуска, вот тоже очень интересно, стоит ли жителям Верхоянского улуса ожидать вот вторую волну паводка? Ну, во-первых, все смотрим прогноз Якутского управления гидрометеорологии, гидрометслужбы, все смотрим социальные сети, пока таких серьезных дождей в эти дни нету. Но сегодня дождевые, ну, пронты, они находятся в Мирнинском районе, пройдут наконец-то, ну, небольшие такие дожди пройдут, по информации также в УГМС Оленёкском районе, где сегодня бушует порядка 60 пожаров. Вот. Завтра мы планируем крайний вылет зондировщика, который возобновили. Он уже полмесяца уже не летает, и завтра он будет усиливать дожди в Оленёкском районе, переносом на Булунский район. Ну что ж, Иннокентий Михайлович, спасибо вам большое, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.